Приехали в парк, люди гуляют и тут же травят собачек. Дети на все это смотрят. Собака мучается. Этим видео жители Якутска прославили на всю страну как живодеров. Но сейчас вы увидите кадры, которые указывают на причастность зоозащитников к травле собак в городе. События проходят 26 января. В парк заходит женщина с двумя детьми. Они целенаправленно уходят вглубь парка. Их окружают две собаки. Обратите внимание на черного пса. Самое ужасное, что женщина, понимая уголовную ответственность, травит собак руками детей. Ребенок ничего не подозревает, кормит с поварешки собак. На видео видно, что отрава начинает действовать на черную собаку. А женщина ходит и следит, как стервятник, когда ее жертва падает. Черный пес убегает, ему плохо. Он падает, через некоторое время ему становится легче, и он встает. Женщина входит в центральную часть парка, кому-то звонит. Заметьте, мимо проходит полицейский. Она не обращается к ним за помощью. Это не входит в их планы. Она звонит зоозащитникам. В это время в парк забегает женщина с красным рюкзаком. Ее вы видели в самом начале этого ролика. Именно ее ждут у фонтана те, кто травил собак. Они встречаются и провожают ее в лес, к телу погибшего пса. Дальше начинается шоу или театр. Понимаете, как хотите. Смотрите в левом верхнем углу. Дама с красным рюкзаком волоком в течение 10 минут тащит собаку в самый центр парка, чтобы усилить эффект от якобы массовой травли собак в самом центре парка. Мол, травят, да еще и на глазах у детей. Дети стали невольными актерами в этой ситуации. Через 6 минут появляются так называемые липецкие зоозащитники. На входе в парк они включают телефон и начинают съемку. Это говорит о том, что они прекрасно знают и понимают, куда идут и какая картина их ждет. Засняв все на видео, окрыленные успехом провокации, все участники травли собак, в том числе женщина с двумя детьми, покидают парк. Спросите, зачем им это? Ответ прост. Зоозащитникам выгодно, когда в российских городах бегают большое число собак. Им выгодно строить и расширять и содержать приюты. Для них это не гуманность, а деньги. И ничего кроме денег.